Сегодня воскресенье, 17 марта, и по всей стране проходит важнейшее событие – это референдум. И сегодня мы нашу программу в основном посвятим как раз-таки этому событию. Итак, посмотрим, как проходит голосование на Горняцком участке. Мы находимся на Горняцком избирательном участке по проведению всесоюзного референдума. Несколько вопросов председателю комиссии. Как проходит голосование? Голосование, считаю, проходит на данный момент нормально пока. Уже 38% проголосовано на 11 часов. Все, я так считаю. Люди подходят. Таких заковыристых вопросов никто не задает. Все нормально, я считаю. А есть какие-нибудь уже конкретные результаты? Вот кто за, кто против? Вы сейчас подводите итоги? А как могу я за и против это сделать? Потому что у нас урны опечатанные, и скрываться они будут только в 22 часа. В 22 часа можно будет узнать. И куда поступит эта информация? Эта информация поступит в городской исполнительный комитет. И когда будут опубликованы результаты референдума? Опубликованы референдумы через 2 дня будут подсчитаны по всей стране. Но по нашему городу будет известно уже утром. Завтра утром будет известно? Да. Только что вы приняли участие в голосовании. С каким настроением вы пришли на избирательный участок, с каким настроением вы участвовали в этом референдуме? Нет, я с хорошим настроением, но я проголосовала против Союза, потому что я против президентской власти, против Горбачева конкретно. Я за президента РСФСР. И надобность в Горбачеве отпадет. Я слушаю вас. Ну, более нормально. Вот у вас, вы уже похвастались, что у вас хорошо в себе. Вы уже заканчиваете. Сколько процентов у вас? 80%. Сведения уже получены. Несколько вопросов мы решили задать секретарю окружного избирательного участка Федоровой Марии Лукиничне. Расскажите, как проходит референдум? Какие проблемы возникают? 55 участков на нашей территории. Так, в городе 33 участка. Референдум с 7 часов утра. Вот мы уже получаем сведения. И у нас сведения расписаны по графику. 9 часов, 11 часов, 15, 19, 21. Первые сведения показывают о том, что, в общем-то, люди пошли на участки. Пошли. И проценты сейчас вот на момент где-то в основном уже 40-50, очень разные, конечно, показатели, где-то есть 80%, где-то 60% уже процентов. Но надежда на то, что все-таки люди будут принимать участие, не оправдываются. Я думаю, к концу дня мы, возможно, все-таки, надеюсь, что 50% населения примет участие в референдуме. А сами участки избирательные будут работать до 10, да? До 10 часов, согласно закону о всенародном голосовании по РСФСР и СССР. Значит, время установлено с 7 часов до 22 часов вечера. Даже если рассматривать те данные, которые поступили сейчас, говорить о том, что народ пассивно отнесся к референдуму, нельзя. Я бы не сказала так, что пассивно. По звонкам вот избирателей очень многочисленное количество, так. Потому как сюда вот сами они идут, чувствуется, что интерес есть. А есть проблемы какие-то вот именно с проведением этой кампании? Проблемы чисто организационные, их на каждом участке свои. Они решаются на месте. Таких нерешаемых проблем я бы не сказала, что есть. Вы знаете, почему я задаю такой вопрос? К нам в редакцию вот сегодня поступают звонки, что некоторые дома не включены, не прикреплены к избирательным участкам. Вот, например, дом по улице Мира, номер дома 27. Что там произошло? Это самый больной наш вопрос. Этот участок самый сложный по всему городу. Новый квартал, квартал К, строящийся еще. Составление списков проходило очень сложно. И, значит, по звонкам сегодня избиратели, допустим, обращались с 27-го дома, 31-го дома по проспекту Мира, что они не охвачены якобы списком, так? Один дом, он прошел чисто на границе 2 участков оказался. И каждый его посчитал не своим. Но тут же мы его, значит, как
Узнали об этой причине, сразу его и решили, что по дополнительному списку этот дом сразу охвачен. И как член окружной комиссии, как и участковой комиссии, они вышли на место, к этот дом, сразу начали по нему работать. Я не думаю, что это проблема, которая у нас не То есть решена. ничьи права ущемлены здесь в данном случае не будут. Ни ущемления, ничьих прав нет, совершенно, конечно. Пока еще нет. Ну, смотрите, до 10 часов. Ну, а как вы, так, если не секрет, ваше мнение по этому поводу, как вы будете голосовать? И не то чтобы да, и не то что нет, так. Ну, там всего лишь два ответа, да или нет. Ну, вообще-то да, я что. То есть, да, это за союз, да? Ясно, спасибо. Здравствуйте, программа «Добрый вечер, Неринги». По всей стране проходит важное событие. Мы голосуем за то, будет союз или нет существовать дальше в той форме, какой он есть. Как вы приняли участие в голосовании или нет? Нет, не принял. А почему? Потому что у меня нет прописки здесь. А если нет прописки, то нельзя принять участие в голосовании. Не знаю это. Или вы не обращались просто ни на один избирательный округ? Вот рядом с вами в 13-й школе находится избирательный округ. Я думаю, что если вы туда придете, то вас не ущемят в ваших правах. Не знаю. Ну и такой вопрос. Как вы будете голосовать? Да или нет? За сохранение союза или против? За союзом. За союз. Да. Спасибо. Программа «Добрый вечер, Неринги». Вы знаете, что сегодня по всей стране проходит референдум. Вы принимали участие в голосовании? Голосовали. И с каким настроением вышли на избирательный участок? С хорошим настроением. Проголосовали? Проголосовали. И какой? За союз За и союз. за президента России. А как вы считаете, вот именно итоги этого референдума дадут что-нибудь именно для простого народа? Я думаю, что дадут очень много. Дадут. Очень многое, да? То есть надежда есть? Надежда есть. То ли по-весеннему солнечный день, то ли ощущение важности происходящего создавало праздничное настроение. Подъезжая к Ленинскому избирательному участку, мы заметили расположившуюся на детской площадке весьма веселую компанию и решили узнать, что там происходит. Скажите, а в честь чего это у нас? В честь референдума или Дня торговли? Конечно, нет. День И в- торговли, день... Да, То есть конец закону от 85 года, да? да, да. Конец вообще-то, да. У нас разрешение из располкома. И, короче, избиратель с ДСК, как он будет у нас баллотироваться в горисполкоме, Ганкин, вот это все организовал. И водку, и шашлыки, и пиво у нас Вообще было и здесь. пиво, и продуктов у нас море очень много. Выпечки, Вот пройдите у нас, мясного. посмотрите. Пройдите к нам в буфет, пройдите. У нас очень много. А Вообще, почем водка? у нас идет по 50, по 100 грамм. Водка идет. Водка на разлив, да? Да, водка на разлив. А в буфет пройдите, в буфете полюбуйтесь нашим ассортиментом. Ассортимент очень богатый. Очень богатый. Цена почем по И, между прочим, я вам Ресторана, советую приехать в вот буфет, у нас всегда всего 70%, полно. о, 200, Очень вот ресторанская цена. по ресторанной Да, цене, как да, у вас? То есть ресторане. наценка 200%, Конечно, да? 200% у нас. Понятно. Но Кто это, желает, пожалуйста. Кто... это, так сказать, для привлечения избирателей, я понимаю. Нет, нет, извините, нет, Ну, а нет. почему не каждый день тогда продается? Знаете, если есть такая Ну, у нас возможность... же праздники не каждый день. Если бы Ну, вот я каждый и говорю, день что в были честь праздника, да? Да, в честь праздника. И Потому в что честь если в праздника. каждый Почему? праздник, Можно мы и каждый все день были так бы же пьяны. выехать. Кто-то желает, можно и поработать и так каждый день. Но у нас же каждый день люди на это не пойдут, правильно? Каждый день пить. У каждого работа, у каждого свои дела. Ясно. А так как выходной. Спасибо. Думаю, что этот новый аттракцион на детской площадке организован по инициативе товарища Ганкина. Но если это так, то это не лучший способ привлечь на свою сторону избирателей. Ну а теперь о результатах референдума на 18 часов. С окружного избирательного участка нам поступили такие сведения, что на это время проголосовало 56% избирателей. Для сравнения я назову цифры по Якутскому району всему. Итак, Алданский район – это 73,4%, Ленский район – 73%, Якутск – 64% и Мирный также 56%. Что можно сказать? Что референдум принял законодательную силу, так как согласно закону референдум будет засчитан, если в нем примут участие 50% избирателей.